7 января весь православный мир отмечает один из главных праздников – Рождество Христово. Во всех действующих храмах Абхазии прошли праздничные богослужения. Всеночная служба в честь наступления Рождества Христова началась в Сухумском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы 6 января в 23:00. Часть прихожан стояли в очереди на исповедь и причастие. Другие верующие ждали начала праздничной литургии, которую возглавил председатель Церковного совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и раздельно. От Рождества Христа, истинного Бога нашего, 2026 лет тому назад в Вифлееме родился Царь мира и спас душ наших. Рождество его связано с великим событием для всего рода человеческого. Весь мир, волхвы со всего мира пришли, поклонились ему и принесли ему дары, самое лучшее, что можно было иметь, начиная с золота, которое не ржавеет. И этим они показывают, что они пришли к Творцу неба и земли. Бог Отец послал нам Сына Своего и открыл нам Троицу единосущную и нераздельную. Радости этого быть ничего не может. Рождество, Христос, истинный Бог наш, Он показывает и дает нам все необходимое нам, чтобы удостоиться жизни вечной. Жизнь вечная, Царство Небесное, благочестие, чистота, доброделание, милосердие. Вот Рождество его, оно показывает нам и учит нас всех, как относиться друг к другу. Рождеством завершился и пост, который православные соблюдали с 28 ноября. Длился он 40 дней, именно столько, согласно Евангелию, соблюдал пост Иисус Христос. Канун Рождества – самый строгий день. В пищу разрешается употреблять только разваренную пшеницу или рис, а также мед и орехи. Воздержаться от других продуктов необходимо до наступления темноты и появления на небе первой звезды. Именно она символизирует Вифлеемскую, ту, которая, согласно преданию, взошла на небе в момент рождения Христа. И хоть пост несет ряд ограничений в еде, главным его посылом является духовное очищение, смирение и желание делать как можно больше добрых дел. Проявлять человеколюбие, не таким жестоким быть, как Ирод, который убил 14 тысяч младенцев, ни в чем не повинных. За то, что было сказано, что царь родится, царь мира и спас душ наших. Он говорит, я здесь царь. Вот это человеческое, оно разрушает вот это все Богом созданное. Не, получается, не создатели, а разрушители. Вот это человеческое, оно без Бога, без Его благодатной, без Его человеколюбия, оно является разрушителем. И то, что мы сегодня видим наглядно, не только сегодня, это как только вот родился Христос, истинный Бог наш, тут же начинается зло, которое творит человек по имени Ирод. И сегодня сколько мы имеем исторических фактов, географические захваты, исторические разрушения. Бог дал всем равные принципы, божественное равенство. Но, к великому сожалению, не соблюдается это. Все это очень печально, очень больно Творцу, когда, как вот говорят святые отцы, коли ни один палец больно всему телу. Надо прекратить, надо молиться, трудиться, жить в благочестии, в чистоте, чтобы был мир всем. Сухумский кафедральный собор посетили сотни горожан, среди которых был и вице-президент республики Беслан Бегвава. Ночная божественная литургия, которая началась в Сухумском кафедральном соборе 6 января в 11 ночи, шла до 6 утра. Верующие и особенно постящиеся завершили рождественский пост и могут встретить один из главных праздников церкви, как и принято в Рождество, скромным праздничным застольем в кругу семьи. Анастасия Никонова, Евгений Сильченко, Абазатова.